Мастер спорта по биатлону Александр Корнев. Александр, для начала давайте познакомимся, откуда вы родом и когда делали первые шаги в спорте. Ну, сам я вообще из Ижевска, это Удмуртская республика, вот там, как бы, наверное, всем известно, это Калашников, автоматы Калашникова, вот. Там я начал заниматься на базе, у нас была около школы неподалеку база, я учился, вот, и как бы тренер пришел, пригласил, и сначала он просто, наверное, играли, как все маленькие дети, там, в футбол, как-то, ну, втягивал у нас потихоньку, то есть не давал сразу там какие-то нагрузки, а просто так, ну, развлечения какие-то были. И со временем как-то все перерастало в какой-то уже более профессиональный спорт, то есть прививал любовь. Вот, и после этого класс 7 нас, ну, у нас есть специальная специализированная олимпийская школа Олимпийского резерва, вот. Туда набирали, получается, 8 класс, мы проходили отбор, и я с той базы, которая была как бы там на окраине города Ижевска, где я жил, меня взяли вот в эту школу. И с 8 по 11 класс, ну, вообще по нынешнее время как бы состою в ней, вот, у меня там личный тренер. Получается, что вы сразу в биатлон, ну, лыжные гонки или в биатлон пришли. Бывает такое, что там игровые виды спорта, где-то какие-то кружки, а потом проходят. Наверное, я пришел сразу в биатлон, но как у нас не получалось много стрелять, у нас не получалось как бы вообще стрелять особо в начале до 8 класса. То есть мы просто больше бегали в лыжах, как бы и лыжами занимались. Ну, у нас была лазерная винтовка, как бы иногда мы там раз в месяц или раз в полгода выезжали пострелять. Вот, потом там, может, к 7 классу что-то начинали где-то бегать на соревнованиях. Ну, раз вы пришли сразу в биатлон, может быть, по телевизору какие-то крупные соревнования посмотрели, хотели быть на кого-то быть похожим или что-то такое? Нет, я не видел никого вообще, то есть по телевизору как-то я особо этим не увлекался, просто нас вот пришли, набрали, как бы предложили, хотите, мы сказали, хотим, и как-то это все увлекло, и, в принципе, я остался, и мне это очень сильно понравилось, и сейчас мое и хобби, и какое-то, ну, в общем, полностью на данный момент вся жизнь сейчас происходит в биатлоне. Ну, тогда первые успехи в школьные годы, может быть, и... Ну, в школьные годы это районные соревнования, там как бы, ну, вот есть, как вот сейчас тут, как бы там начал сначала там, ну, с 3 мест бывало, там, когда в первое заехал, где-то класс, может, 5 или... Да, класс 5 первым когда-то стал, вообще был рад, очень счастлив. Вот, и потом уже потихонечку как-то втягивался, где-то почаще бывало, выигрывал. Потом такой был небольшой промежуток провалов, что там не совсем получалось. Вот. Ну, потом я поступил вот в школу Олимпийского резерва и как-то потихоньку начал добавлять в результате. Вот, и там уже, в принципе, ну, победили первенство России. И отбирался не раз на ЮЧМ, юношеский чемпионат, юниорский чемпионат мира. То есть первый год я ездил в 10-м, по-моему, или в 11 классе. Вот, ну, они были все неудачные, потому что я туда приезжал, я сразу болел. И так у меня было 2 года подряд. Я болел, приезжал на чемпионат мира, на вроде хорошей форме, надо бежать, я заболеваю. И пропускаю полностью все. И вот в прошлом году буквально, то есть по юниорам я уже... прошлый год, 2-й год по юниорам я смог отобраться, не болея почти весь сезон, стараюсь, как бы так, не было таких сильных выпаданий, и получилось взять 2 хрустальных глобуса. Я в интернете смотрел хрустальный глобус, там юниорского вот, чемпионата. И там же и кубки, и BU медали были, и... Ну, не хватило на европейском, ну, на Европе не хватило чуть-чуть, и на мире не хватило чуть, потому что я стрелял плоховато с стрельбой, пока не совсем ладится. Вот. Но считаю, вообще самый, наверное, такой значимый результат, это для меня был Кубок России, по-моему, по мужикам вот в этом году в Уфе, когда я выиграл его. Вот. Там и Эдик бежал, и Латыпов, и как бы, ну, полностью вся основа была. И я был очень доволен. После этого что-то тяжеловато было. Был там 8-й, был там как бы 8-й, 9-й, 10-й, вот так все где-то крутился после этого, но что-то не очень получалось подъехать к тройке уже. А вы когда попали в команду Юрия Михайловича? Вот в том году, получается, я еще и, будучи юниором, он меня пригласил на просмотровый сбор в Ханты-Мансийск. Вот, и как-то, ну,
решили, что дальше будем продолжать заниматься, и я был очень рад, что я остался у него прям. Ну, то есть я хотел к нему уже попасть туда, пытался, старался показать результат, чтобы он меня заметил, взял, и это получилось. И сейчас я очень доволен, что я в команде. Какой он тренер? Ну, он очень грамотный специалист, он очень следит за всеми нашими аспектами, он нам полностью на каждый сбор, на каждую тренировку ставит задачу, и причем он полностью может тебе объяснить, для чего и насколько это нам надо, и где это сработает. Вот, то есть он очень классный тренер, я с таким не сталкивался еще. Давайте про сегодняшнюю гонку. 50 километров бежали. Да, сегодня была очень интересная гонка, конечно, план был совсем другой, все пошло с первых метров не по плану. Вот, у вас вот ваш спортсмен Миша Соснин очень помог нам, сделал такую довольно красочную гонку. Наверное, начали с самых первых метров работать уже, вот, потихоньку так втягивались, и где-то на третьем десятке, получается, бежали третий круг, здесь третий десяток, да, и там такой курьезный случай получился, я там, ну, у меня сломалось крепление немножко, я отстегнул с лыжи, я упал, словил просвет, потом начал их догонять, на этом я немножко, думаю, все-таки потратил сил, и вот когда уже Миша меня догнал на последнем кругу и сделал такой рывок, как бы мне на него не хватило именно уже какой-то мышечной энергии, которую, наверное, отдал в тот момент, когда я их догонял. И получился такой просвет, и как бы я его уже не смог не догнать, там, в принципе, не сокращали, не отдалялся. Вот, но я очень рад, мне понравилось, я как бы бежал второй раз марафон. В прошлом году бежал Егорский, но там более равнинная такая часть, то есть там все равнинно, а тут прям интересно, и я прочувствовал, наверное, что такое 50 км. Вот. И вот у лыжников бывают вот спринтеры, там, марафонцы, а в биатлоне как это обстоят дела? Ну, в биатлоне, наверное, как бы нет такого, что спринтеры, марафонцы, у нас как бы в принципе все как-то одинаково. Самая длинная дистанция 20 километров, да, 20 километров это индивидуальная гонка. Вот, ну тут как бы у нас вообще такой вид спорта, что очень сильно решает стрельба. И как бы в принципе можно в любой гонке при хорошем раскладе с хорошей стрельбой быть высоко. А сколько времени вот занимает и стрельба, и вот лыжная подготовка? Ну, как бы учитывая все, у нас на физическую подготовку уходит очень много времени. Ну и сейчас мы немало работаем с винтовкой, то есть мы как бы у нас обязательно есть тренаж после первой тренировки, там есть перед второй мы работаем там в тире, как бы сейчас, ну, базу закладываем заново нашу, чтобы уже к июню месяцу мы уже комплексные тренировки именно вместе с физической нагрузкой, как бы с подходами делали уже по установкам, по металлу работу. Вот. Так что, в принципе, конечно, может и можно больше делать, и думаю, будем делать больше стрелковой, но на данный момент, конечно, всегда идет в большом количестве это физическая подготовка. Когда тяжелее тренироваться, когда вот втягиваешься, или когда уже набираешь форму и уже ближе к соревнованиям подходишь? Ну, вообще, наверное, все спортсмены любят бегать, когда соревнования, потому что когда ты тренируешься, ты делаешь большие объемы, ты делаешь тяжелые работы, как бы, но это тоже очень классно. Но спортсмен, в принципе, все говорят, что соревнования это как бы такой своеобразный как отдых, потому что мы там потренировались и как бы не делаем большие объемы уже, мы просто как бы от старта к старту там поддерживая форму, ну, не, чтобы она не пошла на спад, соревнуемся, вот, а так, наверное, самое тяжелое это летняя подготовка вообще, вот сейчас там лето, осень, мы начинаем, как бы лето, сейчас будут тяжелые тренировки, вот, это как бы очень интересно и как бы очень тяжело, вот, но как без тяжелых тренировок никуда. Вот у вас уже сезон закончился, сейчас вот приехали в Алдан, какие задачи стоят перед вами? Ну, задача это аэроб, поднять наш полностью первые зоны, попытаться его, и как бы в принципе пробежать марафон, как для такой общей физической немножко, может, поддержки и функционала, вот, как бы, и, конечно же, это основная стрелковая часть,
вот как раз база, которую обычно делают в самом начале сезона, чтобы от нее убрать все ошибки ненужные, убрать все мелочи, подогнать все, чтобы было идеально уже, и ты не возвращался к этому, наверное. От мировых лидеров в биатлоне, от кого-то какие-то примеры, может быть, как кумир сейчас? Ну, кумир, наверное, это, ну, всегда Фуркат, как-то на него смотрел, часто очень, ну, и Шипулин, вот, такие, как бы, очень интересные личности. Ну, на данный момент это, наверное, как бы не кумир, но очень такая яркая, это Йоханнес Бё, наверное, о нем все слышат, и как бы он и бежит быстро, и стреляет, то есть это совсем другой уровень, и как бы, я думаю, надо немножко, ну, даже не немножко, надо очень много тренироваться, чтобы в будущем стать лучше. Как вот вас восприняли ваши выигрыш у лидеров сборной команды России? Эдуард Латыпов, там еще другие лидеры. Поздравили, конечно, это всегда же классно, ну, Эдик поздравил, там тоже поддержал, вот, ну, я говорил, у нас в команде классно, что вот есть Эдуард, и Эдуард нам как, он очень уже опытный сам по себе, и он помимо всего себя, свои ошибки исправляет, он и подсказывает нам многие вещи, которые мы делаем неправильно. И на этом как бы учимся, на его примере тоже учимся и пытаемся тянуться, пытаемся обыгрывать его максимально часто. Ну что ж, в будущем я очень надеюсь, что у вас будем смотреть и по телевизору крупных соревнований, таких как Кубок мира, Чемпионаты мира, ну и Олимпийские игры. Пожелаю удачи. Будет обязательно. Спасибо.